Читаем российскую газету от 21 декабря 2017 года под номером 289. Статья «Папа с доставкой». Судебные приставы начали активно использовать новые полномочия задерживать и доставлять в отдел или полицию злостных алименщиков. Такое право у судебных приставов появилось в ноябре, и практически сразу начались задержания. Например, в Ставропольском крае приставы за неделю задержали и доставили в отдел 5 нерадивых отцов. На каждого неплательщика был составлен протокол об административном правонарушении, просрочка выплаты алиментов. За это отцам-должникам грозит штраф, административный арест или обязательные работы. Но если они и после этого не начнут расплачиваться с детьми, то попадут уже под уголовную статью. Напомним, что сейчас начали действовать новые правила, которые значительно упростили процесс наказания алименщиков. Прошлым летом по инициативе Верховного суда России были приняты большие поправки в Уголовный кодекс и Кодекс об административных правонарушениях. Помимо прочего, закон изменил порядок наказания злостных алименщиков. В первый раз нерадивого отца накажут в административном порядке. Наказание ареста до 15 суток или обязательные работы до 150 часов или штраф 20 тысяч рублей. Это будет первый звонок родителю. Не поймет, тогда через несколько месяцев на него заведут уголовное дело. Закон установил четкие сроки. В результате количество наказанных неплательщиков резко увеличилось. За полгода, согласно судебной статистике, почти 45 тысяч нерадивых отцов отправлены на обязательные работы в рамках дел об административных правонарушениях. Еще 4,2 тысячи злостных алименщиков получили административный арест. Понятно, что далеко не всегда злостные алименщики горят желанием увидеться судебными приставами. Раньше, чтобы задержать нерадивого отца или доставить в отдел для составления протоколов, приходилось обращаться за помощью в полицию. Теперь приставы могут и сами справиться, закон дал им такое право. Иногда задержанного гражданина сразу отпускают после составления протокола. Иногда алименщику приходится переночевать в полиции, чтобы подождать суда. Наказание по административной статье алименщику назначает мировой суд. Например, в Псковской области некая мать-должница задолжала дочери 165 тысяч рублей. Приставам пришлось постараться, чтобы разыскать женщину, переезжавшую из одной деревни в другую. В итоге мать-должницу задержали, составили протокол и доставили в райотдел полиции. После ночи в камере для административных задержанных женщина была направлена в суд, где получила 100 часов обязательных работ. Новые меры и работа судебных приставов приводят к тому, что в целом число алименщиков-неплательщиков сокращается. Как сообщил директор Федеральной службы судебных приставов Дмитрий Аристов, за 10 месяцев этого года судебные приставы вели 1,5 миллиона исполнительных производств по взысканию алиментов. Остаток неоконченных исполнительных производств снижен на 15 тысяч. С 874 тысяч на 1 января 2017 года до 859 тысяч на 1 ноября, отметил глава ведомства. По его словам, за 10 месяцев нынешнего года по результатам рассмотрения судами дел об административных правонарушениях за неуплату алиментов наказано свыше 95 тысяч должников. В результате применения полномочий административной юрисдикции почти 40 тысяч родителей приступили к выплате алиментов. В отношении 48,8 тысячи должников, проигнорировавших свои родительские обязанности, несмотря на административное наказание, возбуждены уголовные дела. Эффективной оказалась и блокировка водительских прав. Тоже новая мера. Как показывает практика, сам факт уведомления должника о возможности ограничения его права на управление транспортным средством уже мотивирует к исполнению требований исполнительного документа. То есть должник расплачивается до того, как ему запретят садиться за руль. Благодаря данной мере только алименщики заплатили 1 миллиард рублей. Однако приставы пытаются использовать не только обычную силу, но и силу убеждения. Управление Федеральной службы судебных приставов России по Свердловской области получило гран-при конкурса государственной социальной рекламы за видеоролик «Вспомни о своем ребенке, заплати алименты». Статью подготовил Владислав Куликов. Специально для рубрики «Читаем газеты» Олеся Григорьева.